Кесі рахмет елге. Бізді таны біләвіз, міне әді көтеріп алдығыз. Шынаның енді біздің мұнда қонақтар бар. Қонақтарға да берге керек. Ирақ, Ноға ерінен. Иш Мұхамбетов Рамил Валитович білән Әл-Мұхамбетов Илдар Салаватовичтар. Бірі тарихсы, енді ғалим, екіншісі Ноғай культураның центрін алып бара екен. Bir yıl öğüt birek edge. Tövde kim başlay? Son ikincisi gider. Мен башлайым. Ассаламу алейкум. Құрметлі қардаш башқұрт халқымыз. Сізге икон салам бере жатырмыз. Аштархан елімізден, ана елімізден. Дальше на государственном языке скажу, наверное, никто не обидится. Ишмухамбетов Рамиль Валитович, историк-исследователь, Астраханский государственный университет. Я представляю в данном случае Центр нагайской культуры ИДГ. Хотел бы рассказать именно о проблемах астраханских нагайцев, именно в связи с диалектами, да, с особым положением диалектов астраханских нагайцев. Дело в том, что исторически так сложилось, что мы, астраханские нагайцы, оказались вне поля развития литературы нагайского языка, несмотря на то, что вообще основателем, да, одним из главных основателей литературы нагайского языка был уроженец Астрахани Абдулхамид Шершембей Джанибеков. Это один из издателей, да, первых учебников, словарей нагайского языка. И в том числе, кстати, особую норму нагайского языка арабо-письменную развивал Наджиб Гасрин Угайлы. Кроме того, одним из основоположников литературы нагайского языка был юртовский нагаец Басир Мажид Шавдулин, уроженец села Каргали. Но так получилось, что директивно в переписях, начиная с 20-х годов, нас начали указывать как татар в переписях и, естественно, обучали, да, наших дедов и прадедов на татарском языке. Тем не менее, естественно, да, наш родной язык, он при всем уважении к братскому татарскому народу, он несколько иной, он относится к другой группе, нагайской общакской группе языков. И, соответственно, такое положение нашего языка родного, да, языка, на котором говорили наши бабушки и дедушки, оно оказалось подвешенным. Ну, естественно, ученые-лингвисты, они проводили исследования, в том числе, да, и диалектов, и идиомов тюркских групп Астрахани, в том числе и нашего, да, то есть нагайцев-карагашей, нагайцев-юртовцев, утаров, кундровцев. И еще в 70-е годы доктор наук, тогда кандидат наук Леонид Шейсуташ Арсланов из Елабуги, профессор, он смог доказать, что язык нагайцев-юртовцев, нагайцев-карагашей, да, это не утаров и кундровцев. То есть все диалекты астраханских нагайцев это являются по сути своей, да, по классификации частями нагайского языка, имеют нагайское происхождение, грамматику, словарь, хотя, конечно, испытали какое-то влияние, да, и даже какие-то особые архаические формы сохранили. И вот перед нами, да, сейчас встал такой вопрос. Когда началось нагайское возрождение, уже в 90-е годы, начали преподавать литературный нагайский язык. Несомненно, конечно, это язык куда ближе, чем казанско-татарский литературный язык, но, тем не менее, он тоже не вполне отражает особенности языка астраханских нагайцев. Вот. И в последние где-то лет 5 мы как раз глубоко озаботились тем, чтобы, да, что необходимо, да, найти какие-то пути для сохранения собственного языка, да, для популяризации именно литературного нагайского языка. И здесь, конечно, никак нельзя обойтись без именно фиксации диалекта, да, вот, диалектов, в том числе и нашего языка нагайцев, диалекта нагайцев-карагашей, нагайцев-юртовцев и утаров и кундровцев. В качестве такой меры, да, для фиксации, для популяризации, для привлечения внимания мы использовали именно проведение диктанта на родном диалекте. То есть мы вот за последние 2 года провели 2 диктанта, соответственно, да, в селе Ростоповка, где проживает нагайцы-карагаши, центр компактного проживания, и в селе Татарская Башмаковка или Казан, и до того в селе Карагали. Это место родное
Это родина, классика ногайской литературы Басир Мажидовича Абдуллина. Так вот, как оказалось, да, это вызвало такой широкий достаточно резонанс. Очень многие пожелали, да, участвовать. Если не участвовали, то впоследствии как-то, да, высказывали же такое желание. Тексты были использованы именно, да, из ногайского литературного языка, но адаптированы под то произношение, тот, да, говор и идиом, на котором говорим мы, да, нагайцы-карагаши, либо нагайцы-юртовцы. Естественно, перед нами стоит такой вопрос, да, именно вопрос, как это правильно сказать, составление литературной, ну, промежуточной литературной нормы именно, да, для ногайских диалектов Астрахани. А для этого требуется издание, естественно, словарей, да, каких-то там некоторых изданий. Мы ведем над этим, естественно, работу. В частности, вот я сейчас занимаюсь подготовкой пособия небольшого основы карагаш-ногайского диалекта. Ну, в данном случае у нас есть несколько хороших задумок. В этом нам серьезно помогает диалект. Почему? Потому что проведение диктанта. Почему? Потому что диктант, ну, в данном случае позволяет напрямую взаимодействовать, да, с носителями языка. Диктант позволяет вообще, да, показать значимость диалекта, показать, что диалект это не какой-то местечковый, да, там, говор, не какой-то искаженный язык, а диалект, он представляет собой самостоятельную единицу, представляет ценность. Вот. И что интересно, в широкой общественности, естественно, были полярные мнения, они есть до сих пор, да, не способствует ли проведению вот этого диктанта, да, диктантов на юртовском либо на карагашском диалекте какому-то, так скажем, вытеснению литературного ногайского языка. Но, слава богу, большинство представителей научной общественности и представителей литературы, да и, в принципе, языковых активистов, они смогли, в принципе, понять нашу ситуацию, да, войти в положение. Не столь важно, да, насколько чисто, в кавычках, говорит человек, важно, что это представитель твоего народа, и никак нельзя, да, так скажем, выводить их на какую-то обочину, да, как-то отрекаться. Наоборот, необходимо развивать, и диалекты, несомненно, представляют собой богатство языка. Если позволите, я вот сейчас хочу передать слово второму выступающему. Это Альмухамедов Ильдар Салаватович, глава нашей организации. Секунду, буквально сейчас. Хорошо. Что проводим, то начнем. Ассаламу алейкум, кардашлар. Мы сейчас, как молодежная организация Центра ногайской культуры Астраханской области, проводим диктанты на юртовском диалекте, на карагаш-ногайском диалекте. Есть, это уже проводим мы не первый год, уже в перспективе мы хотим увеличить количество участников. Также эти делались, как они называются? Да, 100 словники, которые были на карагаш-ногайском диалекте и на ногайского языка, и на юртовском. Эти диалекты у нас сейчас, материалы сейчас отправлены в Российскую академию наук, в Лингвадок. Вот. Ну, для поддержания, в принципе, языка мы сейчас, проводим переводы мультфильмов на юртовский диалект. И также у нас в перспективе сейчас переиздать труды Леонида Шайсултановича Арсланова по карагаш-ногайскому диалекту и по юртовскому диалекту. Вот мы сейчас вот этим занимаемся в данный момент. Мы сейчас очень плотно начали записывать наших старожилов.
чтобы они, где они рассказывают о том, как их предки, как их дедушки, бабушки в свое время им рассказывали, какие особенности языка были, какие-то слова, которые уже, может быть, вышли из обихода. Эти тоже слова мы сейчас тоже достаем и полностью сейчас все собираем, делаем фиксацию, чтобы и отправляем все это в архив, чтобы это все уже сохранилось для будущих поколений. Спасибо большое. Спасибо большое. Вообще пример нагайцев для нас, так, можно сказать, такой образцовый. Это вот народ, который чуть больше 100 тысяч, но и то в этом отношении делает какие большие шаги в плане сохранения диалектов, особенностей языка, переводы мультфильмов, словники, литература, то есть да, вот на примере даже вот такого небольшого народа, а что же говорить о башкирском народе в данном случае. Кажется, здесь нагайцы для нас, Нагая очень хороший для нас пример, образец. Рахмат, Хардаштар. Молодцы. Шулай давам етегет. Хәзер дейінде біз Расил Тимиргазиевичке кире беріп қарайбыз. Расил Тимиргазиевич, сап қарайық әлі. Если что, телефон